Ассаламу алейкум, сахам сармеххой. Приветствую вас на 10-м юбилейном выпуске видеоуроков от школы ингушского языка InkEd. И чем же мы с вами сегодня займемся? Наша сегодняшняя тема интересна тем, что это не какие-то грамматические правила или конструкции, которые мы разбирали до сих пор. Сегодня мы просто будем говорить о таких базовых фразах, которые помогут вам вести обычные диалоги. Такие самые базовые, которые помогут вам не потеряться в обществе и чувствовать себя более-менее комфортно. И с чего же мы начинаем любой диалог? Естественно, это приветствие. Но те, кто помнят наши предыдущие выпуски, знают, что на наших первых выпусках мы разбирали, как здороваться утром, днем, вечером, как прощаться. Но, тем не менее, давайте немножко освежим наши знания и проговорим этот момент еще раз. То есть, как мы скажем, например, «добрый день». Мы скажем «дика», «хилда», «ха». «Дидика хилдаха» – «добрый день». Итак, мы с вами поздоровались, и надо продолжать диалог. И что мы дальше спросим? Мы спросим человека, как тебя зовут? Чтобы сказать, как тебя зовут, мы скажем «Те мишта е ха». Как твое имя, если говорить дословно. Но, конечно же, мы не будем говорить, как твое имя, мы скажем просто, как тебя зовут? «Те мишта е ха». И когда мы уже познакомились, мы знаем друг друга имена, нам надо сказать «приятно познакомиться». Мы же должны быть вежливыми людьми и выражать свое почтение. И мы скажем «доузыш хурдевей». В разговорной речи эта фраза звучит «доузыш ходдевей», потому что двойная, когда у нас в слове встречаются буквы «р», «г» и «д», это звучит не как «ргд», это звучит как двойная «д». И мы скажем «доузыш ходдевей». То есть именно в разговорном формате будет «доузыш ходдевей», а не «доузыш хургдевей». Но на письме, конечно, надо писать «доузыш хургдевей». Это очень важно, потому что «доузыш ходдевей» на письме это будет очень неправильно, а мы с вами стремимся быть все-таки грамотными людьми. И если переводить эту фразу дословно, она означает «будем знакомы». Но если переводить ее по смыслу, это означает «приятно познакомиться». «Доузыш хургдевей». Идем далее. Какой еще вопрос можем задать при знакомстве с человеком? Мы можем спросить. Мы спросили имя, мы поздоровались. Теперь давайте спросим, сколько тебе лет? И тут мы скажем «масса шу дянат ха». Сколько лет исполнилось тебе? Это у нас вопросительное местоимение «масса». Это у нас год шу. И вот дянат ха это тебе исполнилось. Сколько тебе лет? Сколько лет тебе исполнилось? И последнее в данной подборке – это «как твои дела?» «Мишта да хагулакаш». «Мишта» опять же у нас вопросительное местоимение. «Де хагулакаш». «Хагулакаш» – это «твои дела». И «мишта де» – это у нас вопросительное местоимение плюс глагол to be. И кто смотрел предыдущие выпуски, помнит, что у нас, когда образуется вопрос использования вопросительного местоимения, то наш глагол to be не меняет своей формы, а просто выходит вперед. И вот наше «de» это и есть как раз тот самый глагол to be. Ну а мы идем дальше. Итак, диалог наш продолжается. Мы спросили имя, спросили, как дела, поздоровались, выразили свое почтение. Что мы спросим дальше? Наверное, мы спросим, а что ты делаешь, чем ты занимаешься, например. И вот в ингушском языке фраза «что ты делаешь» интересна тем, что она выражает не только вопрос, чем ты конкретно сейчас занят, а в целом вопрос, чем ты занимаешься. То есть это одна и та же фраза. Зависит тут только от контекста, что мы будем иметь в виду и что человек поймет. И на самом деле в диалоге люди всегда понимают, что от них хотят. От них хотят узнать, чем они занимаются по жизни или что они делают конкретно на данный момент. И вот эта фраза «фу деш вахо», «фу деш вахо», «что делаешь?», она также примечательна тем, что она также может означать, точнее, она используется, как правило, как вопрос «как дела?». «Фу деш вахо», «что делаешь?», «как дела?». То есть именно смысл этой фразы для ингушей один и тот же. Они считают, точнее, мы все считаем, что это одно и то же. Спросить «как дела?», значит, ты спросил «и что делаешь?», «и как твои дела?», и все хорошо. И дальше следующий вопрос – это «откуда ты?». «Мичарваха». В ингушском диалоге вы часто услышите «мичахар». Вот есть такая фраза «мичахар».
Ингуши так исковеркали это слово и сделали из него мичахар вахо. Но в разговорном формате это, конечно же, нормально, это не бросается в глаза, и даже скажете мичахар вахо. Но именно на письме мичахар это неправильно так писать, это ошибка грубая. Надо говорить мичара вахо. Мичаре вахо. А в разговорном формате, да, можно говорить мичахар вахо. В принципе, учитывая, что большинство ингушей так и говорит, вы, конечно, можете, я хотел бы, чтобы вы говорили грамотно, говорили правильно, но даже если вы скажете мичахар, вы будете говорить, в принципе, как большинство ингушей. И вот последние два вопроса, это, наверное, очень популярный, на мой взгляд, вопрос у ингушей. Это какого ты рода, какого ты тейпа и чей ты сын. Вот, например, вот вопрос хан тейпан ваха. Какого ты тейпа, то есть какому фамильному клану ты принадлежишь. Хан, тейпан, тейп это фамильный род, вахо, то есть какого тейпа ты есть. И вот тейпан означает как бы какого ты тейпа именно в формате, к чему ты принадлежишь. И, в принципе, тут уже говорить больше не о чем. И мы можем перейти к последнему вопросу, который даже встречается даже чаще, чем вопрос какого ты рода. Это хан ваха. Давайте представим ситуацию. Мы находимся где-нибудь на свадьбе, на каком-то мероприятии. И мы здороваемся с кем-то из взрослых. И он обязательно спросит нас, чей ты сын, потому что он, возможно, нас не вспомнит. Но когда он спросит нас, кто мы, то есть чьи мы дети, он уже будет иметь понимание, кто мы такие, почему мы тут вообще находимся. И вот давайте представим, довольно часто бывает такая ситуация, когда ты здороваешься с кем-то из взрослых, он спрашивает тебя, а чей ты сын? Хан ваха. Ты ему отвечаешь, кто ты, и он уже с улыбкой, уже после этой фразы у него появляется улыбка, распростертые объятия по отношению к тебе, потому что теперь он знает, кто ты такой. На самом деле, со стороны это выглядит довольно часто, как-то очень странно, но, тем не менее, это вот наша ингушская такая самобытность в этом проявляется, я считаю. Итак, идем дальше. И, как правило, эти вопросы мы слышим от взрослых. Где ты учишься, где работаешь? Сначала поступает, как правило, вопрос, а где ты работаешь? Мича, болх беш, вахо. Болх беш – это работаешь. Вообще интересно то, что фраза болх – это просто работа, а слово бе – это делать. Но вместе болх бе, они образуют фразу работать. Болх бе – работать. Болх беш – работаешь. Где ты работаешь? Мича, болх беш, вахо. Где ты работаешь? Когда ты отвечаешь, что ты нигде не работаешь, следом сразу следует вопрос. А где ты учишься? Мича, дешеш, вахо. И вот тут не удивляйтесь, что дешеш у нас одно слово, учишься, а болхбеш, работаешь, это два слова. Просто ингушский язык так устроен, что некоторые глаголы образуются тем, что некоторые глаголы образуются сочетанием двух слов. Вот как в этом случае, болхбеш. Например, можно еще вспомнить ламазде, делать намаз. Ламазде, тоже два слова. И идем с вами дальше. И вопрос, который обязательно тоже поступает, как правило, тоже от взрослых, это «Фудиш бахадаи нани». Как поживают твои родители? Как поживают твои мама, папа? «Фудиш бахадаи нани». Вот это вот у нас тут перечисление. В ингушском языке перечисление строится немножко особым образом. То есть у нас будет не просто «Фудиш бахадаи нана». То есть не как поживают твои мама и папа. Не просто один союз, а именно будет два союза. Хада-е, нан-е. То есть вроде бы одна буква, да, и получается. Как поживают твои папа и мама. Но на письме в ингушском языке это будет выражаться именно двумя соединительными словами, буквами. И фраза, которую я считаю, каждый из вас обязан запомнить. Просто обязан. Почему? Потому что это салам маршал. Передавай им салам, говорят люди. Это как некое благословение, можно сказать. Даже не благословение, я не знаю, как это на самом деле выразить уже на ингушском языке, но, как правило, это означает передавай салам, как некое приветствие, можно сказать. Вот давайте представим, вы с кем-то разговариваете, и этот человек вспоминает о своих родителях, говорит, а вы с ними знакомы. И вы скажете салам маршал ал, передавай им салам. Тем самым вы выразите некое свое почтение к этим людям, что вы о них помните, что вы о них не забываете. То есть салам маршал ал. Или представьте другую ситуацию. Вы сидите со своим другом, а друг разговаривает по телефону со своей матерью. И вы говорите салам маршал ал, передавай ей салам.
Тем самым вы также выразите свое почтение к матери вашего друга и также выразите уважение к своему другу. Это им будет ему приятно. Поэтому обязательно запомните эту фразу, так как мы ингуши, и выражение почтения к нашим друзьям, близким, родственникам всегда было для нас очень важно. Поэтому обязательно запоминаем и отрабатываем на практике. Итак, мы с вами плавно приближаемся к концу, и у нас осталось лишь последние 3 фразы. И давайте начнем с который час, ну или просто сколько времени. Масса сахат дяннат. Сколько часов, исполнилось. Именно если переводить дословно. А в разговорном варианте по смыслу это будет означать который час или же сколько времени. Масса сахат дяннат. Следующий вопрос, тоже довольно часто встречаемый именно уже в Ингушетии, как правило. Мяждик мечада. Где есть мечеть? Мяждик мечада. Можно также сказать наоборот. Мечада мяждик. То есть поменять местами просто. И так это никак не влияет на смысл. И так это означает, где мечеть. Но просто для себя запомните слово мяждик. Это мечеть. Мяждик мечада. И последняя наша фраза в сегодняшнем видео – это «до свидания». И те, кто смотрел первые выпуски, прекрасно помнят, как мы с вами прощались. Мы это уже проходили. Адика хилаха. До свидания. Ну и также я скажу вам сегодня адика хилашун. Но чуть-чуть позже. Итак вот, мы с вами сегодня разобрали немалое количество фраз, таких базовых фраз, которые необходимо знать для ведения такого простейшего диалога на ингушском языке. Выучив их, вам будет немножечко проще вести себя в обществе, вы не будете чувствовать дискомфорта или неловкости, когда вам задают какие-то вопросы, потому что вы их уже знаете и сможете на них правильно ответить. Ну и на этой ноте я с вами сегодня прощаюсь. Подписывайтесь на ассоциацию ГАЛ, и мы благодарим их за их поддержку, и также на мою инстаграм-страницу English Education, где вы найдете также много интересного. И я с вами прощаюсь и скажу вам адика хилашун. До новых встреч!